Готовим хингалш. Расскажи, что с чем, как добавляла. И всегда все вручную. От петушка тоже всем привет. А что мы сегодня готовим? Хингалш. Угу. Да Как что чепилк с творогом, а это хингалш с тыквой. это чеченское национальное Да, блюдо? это чеченское национальное блюдо, Как вы которое приготовили? готовится с тыквой. Угу. Варим тыкву, Угу. затем отдельно в чашку ее укладываем, добавляем сахар, капелюшку соли. Угу. Некоторые еще траву добавляют, но мы не Добавляют, да, любим ее. мы не любим траву. Чебрец или как? По-моему, чебрец. Я точно даже не знаю, я не Хажо, пользуюсь. бухцов, но к чему-то. Ну и все остальное вы видите. Как вы делаете тесто? Тесто, чуть-чуть молоко и воду, соли немножко, потом маленькие кружочки, кто как хочет, кто большие, кто маленькие, соразмерно моей сковороде. И печем на среднем огне. Сожгли, да? Да. Ничего страшного. А еще раз расскажите про тесто, пожалуйста, подробнее. Без Да я не кефира, знаю. без соды. Ну, некоторые из кефира, с кефиром делают, некоторые кто на что гораст. Угу. Водичка теплая. Моя мама делала всегда чуть-чуть молоко, чуть-чуть воду, в зависимости от насколько это. Теплая? Да, вода тепловатая, не то чтобы теплая, А молочко? горячая. Молочко тоже как хочешь. Угу. Моем потом, когда все уже готовы, в горячей воде моем самым лучшим, сладким, хорошим топленым маслом мажем. Я люблю в масле. Домашнее. Да, домашнее, обязательно домашнее, топленое масло. Ну и едим. Все. Это считается десертом или таким блюдом? Я считаю это десертом. Я тоже, кстати. Потому что сладкое, приятное, но не так, как ты поел супа или жижгалныш или что-то еще. Не то, чтобы очень сытно, но очень сладко, очень приятно. Вкусно. Вкусно, мы И любим. полезно. И, конечно, тыква во всем, в любом виде полезна. Даже семена. Даже семена полезны. Цинк содержит. Да. Цинк содержит. Содержит цинк. Да. Перемалываешь кофе молки. И особенно детям полезно время от времени давать. И взрослым полезно. Да, конечно. Золота сегодня тыквы у меня было мало. Хингалш хотелось побольше. В общем, посмотрим, что получится. Да хватит нам. Нам-то хватит все равно. Вы такие едаки. Что с этим петухом? Он не выскочил туда. И куда он не выскочил? Не выскочил. Какая красота.
Хотела снять, когда тесто делают, но меня не позвали. А моют всегда или нет? Не знаю, как другие, я мою всегда, чтобы смыть муку, и они становятся очень мягкими, приятными. Угу. Добавляем масло и мажем маслом, смазываем. А чейпалкш когда? Чепелкш тоже точно так же. Я знаю, что некоторые не моют чейпалкш. И чепелк я мою. Кто-то любит насухо, я люблю, чтобы было мягко и с маслом. Кто как делает по-своему у всех. Какая красота. Я люблю вручную все делать так. Это приспособление есть у меня, которое обкатываешь, но я не пользуюсь. По старинке все. Да, по старинке. Мы все любим поджаристое. О. Один хинкалут с пустышкой, тыква на один. Не хватит. Ничего Туда страшного. моя мама добавляла сахар, песок сыпала. Угу. И тоже было вкусно в детстве, я помню. А сегодня еще и четверг, и скандюс. Да, И ты вспомнила про бабушку. да. Я часто ее вспоминаю. Расскажи про обычай в четверг. В четверг поминает всех умерших. Угу. И после полусолнечного ламаза, я не знаю, как это на русском, Восход, закат. заката, Ага. перед закатом делают ламаз. И после этого дают сало, раздают, да, Садака. садака, Милостыня. милостыню за всех умерших. В среду отдают и за живых, особенно мужчин в среду отдают. Ну, это уже примета, Да, наверное. это не примета. Нет? Да, это так всегда было, чтобы мужчин беречь. На долю Пятницу наших мужчин всегда приходилось очень много. войны и все И такое. всё такое, не будем сейчас об этом. Когда поминают, дают то, что у кого что есть и кто что хочет. Обычно конфеты, сахар, соль. Все, что под рукой, все, что всегда в доме нужно. И белое. Желательно в среду белое. Да. Да. А про пятницу не рассказала ты. А что про пятницу? Каждый день Божий, день Всевышнего, никогда не мешает давать садака. И все голыми руками по привычке. Да. Хотя куча тряпок. Ой, как горит. И все любим делать в чугунных сковородках. Старых, да. Настоящий чугун. Все люблю печь особенно, жарить в старых сковородках, чугунных, допотопных, Угу. а не в новых этих всевозможных. Новые чудушницы мама не признает. Ни в чудушницу, ни в пловницу, ни утятницу, ничего не признаю. Ну, правда, в казанах чугунных все вкуснее бывает. И суп, и зажарка, и все что угодно. Вот, по-моему, это Последний, да? последний. Так, последний хингал. Будем собирать тыкву. Вообще мы любим, чтобы начинки было много-много. Да. И В этом году мы на запас тыкву не купили, потому что в прошлом году
очень много тыквы пропало. Немного пропало. Я запекала в духовке. Нет, ты все равно не была тыква такой. А вот здесь мало, ну ничего. Пропало то, что я сама вырастила. Экспериментальная тыква. Некоторые делают вообще тоненькие лепешки. Да? Да. Я такие Я тоже. люблю средние. Слишком тонкие не люблю. Угу. А чебалкш вообще я люблю И чебалкш толстенькие. не люблю, и хингалш не люблю. В кафешке вы такие точно не покушаете. Хоть там и Естественно. профессионалы, но тут Там приготовлено идет с душой. экономия всего, а тут Ну даже если без было бы экономии. из чего и всё. Домашняя вкуснее всегда. Так, это уже последние. А это будет пустышка с сахаром, как в старые добрые времена. Помните, в советское время хлеб посыпали сахаром, смачивали водичкой, и это была самая вкусная еда у детворы во дворе. Кто помнит, пишите. Горит. Мука горит, да, сильно? Мука горит, да. Но мы скоро заканчиваем. Масло туда добавлять нельзя. Ни подсолнечное, никакое. Нет, нет. Потому их и моют, чтобы это масло убрать. Муку, чтобы убрать. И потому, и чтобы мягкими были тоже. Так делаю и я. А мне интересно, почему чепалкш делают всегда круглыми, а хингалш как бы половинками. Не Это знаю. издавна тоже, да? Да, всегда так делают, сколько я себя помню. Делали А так. знаете, кто к нам пришел помогать? Нет, это не Барсик, сейчас покажу. Это Тюпалг, Белоснежка наша. Еще чуть-чуть. Еще. Столько чугунных сковородок. Мама любит именно эту. Это я посыпаю сахаром. Это последняя пустышка будет. Какая красота. Какая будет вкуснота, вы себе не представляете. Идор. Хингал десенчо. Ахба. Проголодались? Да. У Белоснежки плохой аппетит. Кушает она мало и плохо, и выбирает сильно. Последний пошел. Возни больше, чем с блинами, да? Нет, смысл я люблю. А я раньше любила, а сейчас не очень. Будьте здоровы, Белоснежка. Это тарелка, в которую я буду укладывать, чтобы она немножко теплая, горячая была. А не лопнет? Нет, не лопнет, ничего не лопнет. Эту тарелку покупали до войны еще, да? До войны в 94 году. Представьте, девочки, сколько Когда лет я ездила пролетело. в Китай. Путешественница. Пришлось. Нет хорошей жизни. Об этом в другой раз. Да. И не хочу ни в который раз рассказывать. Вспоминать даже не хочу. Не боишься, что она лопнет? Ничего и не будет, я же тебе сказала. Вот, чепел будет и все. Руки вообще не бережет. Есть полотенчики всякие, прихваточки, ухваточки. Хваточку верни мою на место. Сегодня
Испортила все. Как всегда. Ты же хотела, как обычно. Мой Я, как язык мой обычно. враг называется. Ну что ты? Я про другие прихваточки, ухваточки. Я про тряпичные, про вафельные, про другие. Чтоб ты руки не обжигала. Это что-то с чем-то. Девчонки, идите сегодня к нам. Будем пить чай и кушать хингалш. Если бы можно было. Почему нельзя? Ну, в смысле, кто? Кто рядом живет, всегда, пожалуйста. Добро пожаловать всем добрым людям к нам в гости и на наш канал. Я раздай. М-м-м. Ну, что получится? Получится вкуснятина. Что получится, не знаю. Главное, чтобы готовилась с душой и с хорошим настроением. Тогда все вкусно бывает. Кстати, у нас еще маленький рак остался, знаешь что? Ой, горим, горим. Вызывайте пожарных. Чё мы не Красота. горим? Это мука в сковороде. Ждем последнюю пустышечку. А это пустышка. Это будет самое вкусное в итоге. Да, так и бывает. Это дети любят обычно. Девочки, попросите маму, чтобы она готовила тесто на камеру. Вкусняцкое топленое масло. М-м-м. Тарелки, ах, какая алфа. Красотень, красотень. А еще будет вкуснотень. Так, кто к нам на чаек? Город Грозный. Вот так дольше. Жаристые мои будут. Предпоследний. И последний диетический хингал без начинки. Ура! Накрывай свои. Надо накрыть минут на 10. Да? Потомились, да? Угу. Было 2 новые клеенки, потому что это маме надоело. А в И итоге это надоело. это надоело, а те где кладовки. Почему-то до хорошего случая оставили. И накрываем эту красоту. Бац, и все. Приятного аппетита. Это хингалш, лепешки с тыквой, с топленым маслом. Национальное блюдо. Да. Девочки, приезжайте к нам в гости, угостим вас хингалш. Кто пробовал, те знают, какая это вкуснятина. Обзор со всех ракурсов.
Краешки вообще бывают вкусные. Сколько начинки, сколько масла. Настоящее домашнее топленое масло, вкусненькое. И сладкая тыква. Всем приятного аппетита, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь с друзьями. Пока.